Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем цикл наших передач под общим названием «Русинский эфир». Вы знаете, что я большой любитель исторических аналогий, и сегодня мы рассмотрим такую историю и возврат в историю под названием «Петр Гицко против Августина Волошина». Как вы знаете, может быть, знаете, что в Москве под руководством Петра Ивановича Гицко, моего бывшего хорошего товарища, а сейчас идейного противника, организовано занятное такое объединение, это Матица Русинов. Но Матица Русинов – это, так сказать, естественное название, но дело в том, что Петр Иванович опять избрал себя премьером-министром Подкарпатской Руси. Ну, сколько там человек, 5 или 10 за него голосовало, это остается большой тайной. И вот это правительство Подкарпатской Руси вместе с еще несколькими друзьями Петра Ивановича создало такую интересную модель. Собственно, я думаю, что эту модель подсказали Петру Ивановичу какие-то кремлевские кураторы, которые очень смутно представляют себе, что происходит на Подкарпатской Руси, да и на Украине тоже. Этому свидетельство все эти годы, происходящие на Украине майданные события. Так вот, создана такая, знаете, интересная структура, как бы восстановление Украинской Советской Социалистической Республики. Но при этом это все называется Русинов, в скобочке, Русов, Республика. Значит, которой, я так понимаю, со временем присоединится вся бывшая Украинская Советская Социалистическая Республика. Очень, конечно, все это подтверждено интересными такими исследованиями. Например, 100% опрошенных закарпатцев поддерживают резолюцию конференции Международного центра «Матица Русинов» в формировании правового, политического, социально-экономического будущего украинской территории. 77% опрошенных закарпатцев поддерживают идею с учетом того, что русины объединили титулы правопреемства Подкарпатской Руси и УССР, изменить название преобразованной территории Украины в дальнейшем, чтобы было по аббревиатуре без расшифровки УССР-Русинская, в скобочках, Русов, Республика. Ну, так соединить это лингвистически и логически очень трудно, но звучит. Короче, идея такая, что к Подкарпатской Руси мы присоединим в ближайшем времени всю Украину. И произойдет это бескровно, тихо, добровольно, то есть все киевляне побегут туда. А Подкарпатская Русь опять выступит в качестве украинского Пьемонта. Но дело в том, что подобная история уже была лет так 70 тому назад. Тогда инициатором подобного события или подобной интриги был Августин Волошин, который был премьером Подкарпатской Руси и даже пару дней президентом. Но нужно сказать, что легитимность у него была чуть выше, чем у Петра Ивановича, потому что голосовало за него там пару сотен человек. И даже его поддерживали и признавали в Берлине и в Праге. Так вот, еще в то время появилось понятие «украинский Пьемонт». Предполагалось, что Карпатская Украина, созданная на территории Чешской Подкарпатской Руси, возьмет на себя функцию объединения всех украинских земель. Такая была вот фикс-идея. Ну, причем это, значит, вот давнишняя идея, значит, объединить всю Украину от Сяна до Дона, а тут даже от Мадьярской Тисы и словацкого Лабарца, но тоже до Дона, она всегда
созревала и лелеялась многими украинскими националистами и специалистами, на сторону которых примкнул известный Августин Волошин. Интересно, что на эту вот такую авантюру повелся даже Иосиф Виссарионович Сталин. Он на съезде 18-м выразил личную обеспокоенность тем, что попытка присоединить слона, то есть советского Украину, к козявке, к так называемой Карпатской Украине, имеет целью поднять ярость Советского Союза против Германии. Но, правда, Иосиф Виссарионович все понимал, что инициаторы это, конечно, германские фашисты, но он провокаторами объявил предусмотрительно Великобританию, Францию и США. Я не знаю, кого объявят провокатором сейчас, но интересно будет наблюдать, кто и как поведется на эту интересную идею Петра Ивановича. Всего вам хорошего.